Этот рассказ я слышал от своих родителей и от своих односельчан. Это деревня Яковлевич Аршанского района Витебской области. Мы часто разговаривали на эту тему. Тема это касалась войны, подпольщиков, которые действовали в этом районе, и, конечно, взаимоотношения так или иначе с тем населением, которое там находилось. Когда началась война, конечно, часть евреев старалась уехать, но часть не успели, по разным причинам эвакуироваться. Конечно, некоторые ушли в партизанские отряды, а некоторым, в связи с тем, что были малые дети, они оставались на местах. Но если, взрослым было проще уйти куда-нибудь, спрятаться, в партизанские отряды или уйти, то детей, конечно, дети оставались в самых поселок такой называемый Яковлевич или в деревне Яковлевич. Вот родители мои и односельчане рассказывают такую историю, что часть еврейских детей, когда было сведения о том, что должен появиться или карательный отряд, или просто немцы появятся в деревне, начали прятать у себя сельчане. И наилучшим способом, таким, чтобы немцы не обнаружили, потому что немцы могли уже найти и схроны определенные, они брали детей к себе домой. Вот рассказывали мои родители такую историю, что у них было двое как раз детей. Одного звали Яша, другого уже я не помню название. То есть имя не помнят. Но чтобы детей этих сохранить, они делали таким образом. На печку всаживали своих детей и одновременно и этих детей. Сколько было детей своих? Своих было 3 детей. И они этих детей, как двоих, а то иногда и 3 детей. Это было неоднократно. Но дети отличались же вопросом. Наши были темно-русые или русые, особенно дети в таком возрасте, а дети были такое, только в школу пошла одна старшая, а второй там пошел, а третий еще в школу не ходил. Говорится, чтобы их были темно-русые, как я говорил, а эти были более темные. Ясно было по выражению, что можно было, конечно, если задаться целью, что отличить, что это дети евреи или другой национальности, примерно. Мальчики, наверное, и обрезанные были. Да. Но для этих целей, придумали такую историю родители, которая прожилась и в деревне. Надевали детям, все дети надевали головные уборы. Притом разные там разукрашивались эти головные уборы. Разные, какие были, перья, гусиные перья там втаркивались. Они отвлекали от взора тогда. Или были петухов, перья таких были, тогда порода была такая цветная. Вот эти делали. И в результате этого, когда приходили немцы, они смотрели туда, что там дети, чьи дети, мои дети. На печке. И он смотрели туда. А там в это время дети пока сидели с этими головными уборами, так званых индейцев. И спрашивали, что они играют индейцев? Они, такое. Все понятно, Индия уходили. Индианы. И так продолжалось самое долгое время, покуда, определенные возникли уже более такие стабильные партизанские отряды, и некоторые дети ушли в эти партизанские отряды. Просто забрали их партизаны, чтобы не подвергать дальнейшему риску. А некоторые так продолжали таким образом и прятаться. Но было такое, что в деревне, хотя и были полицаи, но
значит, но никогда не было не предан ни один ребенок. И вот такая вот история была именно с этими еврейскими детьми. Более того, когда окончилась уже война, то в нашу деревню периодически приезжали, значит, евреи, которые выросли в это время, значит, дети были, которые сохранили такую память. Вот такая история, мне хорошо помню, одна фамилия, имя такое запомнилось, ее звали, значит, ну там, как-то Малла или Малка, вот так вот называли, такая была. Она приезжала периодически в деревню, привозила всегда подарки, значит, сельчанам, особенно женщинам, всегда проходила, останавливалась, значит, вот в одного крестьянина, который называется, Петр его звали, хорошо запомнил, фамилия Антонов. Вот. Но в этом вот как раз спасение этих еврейских детей, я чувствую, что это участвовало большинство жителей именно деревни Яковлевича.